Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на такую тему. У кого вы в сердце? Кто вас в своем сердце содержит? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как интересно показали. Во-первых, вы не у одного человека на сердце. Тут несколько людей, все вас в сердце содержат. То есть это говорит о том, что вас любят, и любят разные люди. Но вот самый главный персонаж человека показывают раненой птицей. Птица, которая буквально сейчас с подрезанными крыльями и летать не может. Может быть, это человек сейчас болен. Да, физически, да, вот состояние такое болезненное. Может быть, этот человек был ограничен в свободе передвижения, в свободе там, выбора, может, где-то заключен. Да. Ну, я могу предположить, что человек, возможно, сейчас под стражей находится, либо в местах лишения свободы. Может быть, у человека проблемы с документами, и он как птица с подрезанными крыльями. Он не может куда-то поехать, выехать, и должен находиться только лишь в одном месте. Да, вот ограничили его. Мне почему-то идет, что ограничения, какие-то ограничения есть. Ограничен законом, контрактом, договором, какой-то регистрацией, может быть, даже законным браком ограничен этот человек. То есть птица, прекрасная, сильная птица с подрезанными крыльями. Настолько сильно подрезанными, что оно прям болит и кровоточит, и летать эта птица не может. Кстати, вот птицы показали, может быть, у него как имя, либо фамилия, что-то с птицами связано, там соколовы, орловы, воронины, что еще может быть, там петуховы всякие, да, вот что-то с птицами идет, с птицами связано. Имя тоже может быть как переводится, либо имеет значение, что там птица. Вот, это у кого-то отыграется, у кого-то человек как вольная птица, да, гордая птица. Этот мужчина, он вас в сердце содержит с большой и трепетной любовью. Вы для него как стимул жить, выжить, отрастить свои крылья, не сдаваться, просыпаться по утрам, действовать, бороться. Понимаете, вот если бы вас не было в его сердце, и сердце было бы пустым, то, возможно, человек бы уже как бы и ничего не делал, да, смирился бы, может быть, даже этого человека уже бы и не было. Этот человек верит в то, что рано или поздно вы будете вместе, что будет встреча, что будет разговор, что будет диалог, что он расскажет вам о своей любви. Может быть, там у кого-то отыграется, что признает свои ошибки. Может быть, вы в ссоре с этим человеком. Может быть, опять же, человек не свободен. Ну, что угодно может быть. Да? Если в заключении находится, то он верит, что вот я выйду, я обязательно к ней приеду, я все исправлю, я все изменю. Да? Вот такие мысли у человека. Здесь любовь, и любовь настоящая. Кроме вас, этому мужчине совершенно никто не нужен. Только вот вы для него единственный свет, единственная и неповторимая, и вообще вы любовь всей его жизни. Вот как вас никого никогда не любил. Мне вообще идет, что никого не любил, только вас полюбил. И у вас с этим человеком сильная связь, эмпатическая связь. Вы друг друга прям чувствуете. Он вам снится может, вы ему снитесь. Какие-то еще повторы мне идут. Повторы, то есть сначала там у него что-то случится, потом у вас такое же происходит, либо у вас сначала произойдет, потом у него такое происходит. Вы как будто бы
настолько повязаны, что передаете друг другу и мысли, и чувства, и эмоции, и энергия туда-сюда ходит от вас к нему, от него к вам, да, вот как обмениваетесь. Может быть, вы переписываетесь, может быть, вы созваниваетесь, может быть, действительно вот именно эмпатическим путем у вас вот эта связь, и вы друг друга ощущаете, и все положительные, негативные моменты на двоих делите. Но мне идет, что вы часто о нем думаете, часто вспоминаете. И у кого-то еще, возможно, из девочек отыграется, что вы на этого мужчину обижены. Ну, он стал причиной ваших страданий, вашей боли. Ну, считаете, что он как что-то не сделал, да, не сделал, либо наоборот сделал, поэтому вы не вместе. Ну, допустим, мужчина не сделал выбор в вашу сторону, поэтому вы не вместе, вы на него обиделись. Мужчина там совершил какое-то правонарушение и попал под стражу, да, в заключение попал, и вы на него обиделись, потому что если бы он этого не делал, вы бы были вместе. Мужчина имел шанс, возможность там, не знаю, к вам приехать, либо там, вас послушать, и он этого не сделал. Опять же, вы все разные. Но вижу вашу обиду. Обида за то, что ну, вот могли любить и жить, но вот как бы из-за него, получается, вы не вместе. Может быть, вы даже пытаетесь его старательно забыть, но у вас не получается. Ну, потому что все время в памяти он у вас что-то вам напоминает, он вам снится. Сами вот непроизвольно начинаете о нем думать, да, вот как не отпускает, как заякорил вас. А я вам скажу, это взаимно. Но он не пытается вас забыть. Наоборот, он вами живет, он на вас надеется, и он верит, что вот благодаря тому, что он все выдержит, вынесет, у вас обязательно будет встреча. Вообще тут судьба между вами, тут знак судьбы, то есть то, что вы встретились, так было предписано. Вот. А будущее ваше из-за какой-то женщины как будто бы в тумане. Я не могу его рассмотреть до конца. Вот знаете, как общая эта дорога в туман уходит. У кого-то отыграется, что есть действительно соперница, у кого-то есть мстительница, да, возможно, какая-то женщина там вам мстила и развела вас, может быть, ему мстила, так, чтобы он там счастья не имел, порчу на него сделала, и поэтому он не может быть вместе с той, кого он любит. Может быть, это женщина и с вашей стороны, да, может быть, какая-то ревнивая подружка обзавидовалась, может быть, это ваша родственница, и она не хотела, чтобы вы были с этим мужчиной. Ну вот как какая-то женщина приложила руку к тому, что вы были друг другу по судьбе, но в какой-то момент вы расстались. Причем расстались так, что вы на него обиделись. То, что вы на него как бы, ну не то чтобы зло держите, но вот обида точно у вас на него есть. А у него на вас глаза горят, потому что он только с вами видит свое будущее. На ближайшее время я вижу, что еще будет эта разлука, но и также я вижу, что мужчина вот он добьется, он таки добьется встречи с вами любой ценой, пойдет там на любой оправданный, неоправданный риск, не знаю, что подкуп, сделки, договоры, ну, какие-то такие действия, да, которые не принято афишировать, но он добьется того, чтобы с вами встретиться, да, возможно, вот какие-то моменты. Не буду говорить про побег, хотя тоже есть такая информация. Но мужчина добьется того, чтобы с вами встретиться. Чтобы заглянуть в ваши глаза, чтобы убедиться в том, что вы либо любите до сих пор, либо разлюбили. Ему эта встреча с вами, она нужна как воздух. Вот без нее он не может. Без этой встречи вот прям совсем никак. Дальше, мои хорошие, вот чьих-то родителей показывают, ну, либо родных людей, да, у кого-то родители, там, мама, папа, а у кого-то родные люди, то есть это, ну, вот родные по крови, которые вас очень сильно любят. У вас, ну, может быть, там не совсем идет проявление чувств, но, опять же, там, воспитание не принято. А может быть, вы, как разница в поколениях, там ссоритесь, иногда общего языка нет, но ваши родные люди, ваши родители, либо просто родственники вас очень сильно любят, гордятся вами, очень сильно ценят вас и часто очень вами хвастаются. Ну, действительно хвастаются, ну, и считают, что вы у них самое лучшее. Скорее всего, оно так и есть, да, вы самое лучшее для своих родных людей, либо для своих родителей.
И даже если нет контакта, либо какая-то ссора произошла, либо недопонимание между вами, все равно вы для них вот прям свет в оконце. Самая любимая, самая дорогая девушка, женщина, дочка, сестра, внучка, да, вот прям очень сильно вас любят. Кстати, у кого-то даже родные могут быть как дети, да, взрослые дети, может быть какой-то конфликт произошел, но ваши дети вас очень сильно любят и очень сильно вами дорожат. Хоть вы там, может, не так часто там обнимаетесь, целуетесь, время проводите, но любовь, она есть в сердцах своих родных людей, родственников, вот точно есть. Причем занимаете прям такое огромное, самое большое место. Дальше. Есть еще какая-то подруга у вас. Подруга, которая, ну, вот считает вас своей сестрой. Вы для нее даже больше, чем сестра. Вы для нее настолько родной человек, настолько близкий человек, что она буквально чуть ли не каждый день благодарит небеса за то, что вы есть в ее жизни. Очень сильно ценит дружбу, но и иногда может ревновать вас. Когда вы с кем-то другим общаетесь, да, вот она может ревновать. Ну, как бы здесь не такая уж ужасная ревность, но тем не менее, такие моменты я вижу. Ревностно относится, когда видит вас, что вы с кем-то другим там контактируете, либо общие дела имеете. Вот, не хочет она вас ни с кем делить. Она считает вас такой, знаете, доверчивой, боится, что вас кто-то может обмануть, либо обидеть. И вообще мне кажется, что эта подружка, она даже как-то вот за вас может там, ну, не знаю, в храм пойти, свечу поставить. Очень сильно переживает, когда вы болеете, да, там старается всячески помочь. То есть, ну, это да, это прям дружба, похожая на родную кровь, да, вот как родственницу вас воспринимает. Даже если у нее, например, есть своя родная сестра, то вас она любит гораздо больше, чем свою родную сестру. Ну, вы ей дали гораздо больше, вы ей ближе гораздо больше, чем родная сестра. Вот. Иногда, может быть, вы тоже как-то с ней можете там поспорить, либо недопонимание бывает, но поверьте, эта женщина никогда вас не обидит и даже способна на какие-то большие жертвы ради вас, ради того, чтобы вам было хорошо. Вот с такой подругой точно не пропадешь. И да, в дружбе все бывает, но как бы берегите друг друга, цените друг друга. И я вижу, что вы друг другу по судьбе. Это дружба по судьбе. Так, еще у вас сердце содержит. Я бы даже сказала, не просто содержит, пытается вас оттуда вырвать мужчина с очень плохим характером. Мужчина, который не хотел никогда влюбляться. Мужчина, который очень небрежно относится к женщинам. Вообще как-то, знаете, прям недолюбливает, можно так сказать, женщин. Ну, либо пользует женщин. Да? Для него женщина — это как расходный материал. Знаете, говорят, плохой парень. Да? Плохой парень, такой коварный мужчина, сердцеед, жигало. Этот мужчина, он вами был послан. Причем послан, возможно, несколько раз. Возможно, у вас даже с этим мужчиной был конфликт, и он прям считает, что вы какая-то фурия, самая там коварная, самая жестокая из всех. Но при этом он постоянно о вас думает, вот прям как запали ему в сердце, как вот единственная женщина, которая просочилась в его сердце и укоренилась там. То есть, ну, можно смело сказать, что он борется с собой, борется со своим сердцем, ну, потому что как так, да, я женщин использую, а тут на тебя, на женщину залип. Я не могу ее забыть, меня к ней тянет, она меня, значит, там материт, посылает, либо мы с ней конфликтуем очень сильно, но при этом, ну, караул, кошмар, она мне во сне является, я о ней постоянно думаю, мне постоянно хочется ее видеть, там, прикоснуться хочется. Да, скорее всего, влюбился в вас плохой парень. Возможно, вы его кармический учитель. Да, возможно, через вас небеса пытаются достучаться и спасти душу этого плохого парня. А возможно, ну, действительно, это такая козни судьбы, да, когда судьба такая: ага, ты женщину обижаешь, а теперь женщина обидит тебя своей холодностью, да, либо своим
там, грубым словом, назовем это так. Подумайте, с кем у вас конфликт, кого вы посылали, с кем вы ругались из мужчин. Именно этот мужчина вас содержит в своем сердце. Ну, влюбляется в вас с каждым днем все сильнее и сильнее. У него уже, знаете, как потребность в вас, да, хоть издалека увидеть, но я должен ее увидеть. Вот. И что-то мне подсказывает, что этот плохой парень в какой-то момент станет хорошим. То есть любовь к вам, даже если это, ну, как безответная любовь, неразделенная любовь, сотворит чудо и сделает из него нормального человека. Да, вот как-то так мне идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.